Ладно, вот и наша лодка уже, видать, возле деревни стоит. Пойдем мотор хоть скинем. Лишний балласт, груз. Мотор да бак. Скинем, сами дальше поедем налегке. На обратном пути лодку заберем. Так, подъезжаем к нашему объекту, нашей лодке. Сейчас посмотрим, что за лодочка. Это что за лепешка тут черная? Гудрон. Вот мазать. Типа если будет вещь, ребят, подмазать. А так воды нет, да, в лодке? Нет, пускай. Есть немножко. Терпак. Серединки. Ну все, а транец нормальный хоть нет? Что-то гниловат вроде, да? Ну да. Мотор-то хоть выдержит он, бля? Ага. Не потерять, не утопить бы мотор нафиг. О, пизда. Не стоит, да, мотор цеплять? А? Я бы не стал, смотри. Да. Ну сейчас посмотрю. Еще утопить мотор не хватало, блин. А как вести его? Так связать до боком? Мы там замучаемся плыть нафиг. А, еще и верчим, да. А мотор поменяем, да, сузучку, ну да, поверху-то. Ладно, разберемся. Пока по-любому мотор выгружайте. Пока он мешает там. На. Давайте глянем. Этот ранец. Да, что-то я сюда побаиваюсь Сузуку-то свою вешать. В натуре вон на одной жестянке держится. Да, вторая жестянка уже поднила только. На этой лодке только шестом. Или как-то делать мощную, да, доску? Ну, ремонтировать. Ремонтировать, делать, да. Блин. Весело. Ну попробуем. Привяжемся. Борт об борт. Потихоньку может попрет. Поставить Сузуку. Сузука помощнее. А Сузуки вечерком покатим. Вам сегодня не к спеху, ничего? Сегодня нет. Получится, получится. Нет, так нет, блин. Лишний груз привезли, блин. Показалось же мне тогда уже, что, блин, транец-то херовый. Или привязать да попробовать. Ну ладно, посмотрим там на месте. Ну, попробовать-то можно, но риск просрать мотор. Нет, привязать что-то веревкой какой-то. Мотор к лодке куда-то привязать. Чтобы не утонул, если что. И аварийный тросик, чтобы если упал, сразу заглох, чтобы гидроудар не поймал. Ладно, видно будет. Рухлядь купил какую-то, бля. Так, едем дальше. Едем дальше, переехали на левый берег. Поймал одного язя. И по окушку уже поймали, но не по крупному. Вода еще большая. Тут дамбочки такие, одна, вторая, третья. И между дамбочками глубина обалденная. Даже летом. Так, попробуем ближе к берегу подъехать. Такс. Заехали в тиховод. Не знаю, надолго ли. Если ветром не выдует, в принципе, здесь рыба тоже должна быть.
Рыба здесь есть везде. Надо только найти к ней подход. Так, кто на что ловит? Я на рыбалку, я на вертушку. И у меня тоже вертушка, вернее. Надо резину, наверное, чтобы у всех разное было. Сейчас я поставлю резину. Твистер, значит. Определимся. В такой глубине кто-то еще и клюнул. Я, наверное, по-любому. Или что это такое? По поводкам есть, да? Он уйдет сейчас, смотри. Был бы сак, можно было поймать. Видел, как я угадал? Потому что видел, что за губу пора. Такую тушу за губу не выдержит. За носяру, да, выдержал бы, а за губу бесполезно. Только подсак нужен был. Смотри, как глубоко, а взял все равно. Что-то второго я взял уже на эту блесну. Мне кажется, я взял этому пофиг, что, блин. Ясь. Так, тут глубже, но не так. Я прошлый год здесь на удочку ездил, ловил. Шестиметровка сгибается, там некоторые по 700-800 грамм были, такие крупные язи. Тоже прикольно с одной стороны. Ух ты, ух ты. Что, щука? Язь? Нифига себе язь. Это уже язища, а не язь, блин. Поросеночек. Я слышу, я понял только по хрусту. Хруст, 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 катушка, блин. Че, в контейнер-то влезает еще? Чуть еще, да? Бутылки же вытащили. Ага. Ну скоро, наверное, полный заполнится уже, да? Сейчас-то мы пока обороты сбавили. Ну, больше половины уже, да? Да? О, это что? Второй? На резину, да, Валер? Да. Оранжевую. Подряд два язя. Воткнулись. Что, постоим, коль воткнулись уже, да? Опа, у меня тоже. Вот они здесь стоят, походу. Язики, у меня тоже, походу, язь. Бля, удочка-то выдержит, хоть нет этого здоровяка. Ну его нафиг. На, Леха, попробуй. За поводок. О, ушел в лодке, молодец. Еще. А окунь, это окунь, блин. Смотри, какой красавец, блин. Только что сказал, Леха, что обороты сбавили. О, это что? Блин, это зацеп. Ёшкин кот, у меня аж сердце ёкнуло, думал, все, это щука, блин. Смотри, какой шарик поймал. И камень попробуй, как я поймаю. Морковку любят, да, все? Катушка, блядь. Это твоя щука сломала, наверное, ее. Щука я на другую ловил. На другую? Поменяй. Это что? Это что, язь? Прыгнул, блин. Это дельфин какой-то, а не язь, блин. Что, твою или сам поймаешь? Здесь хоть язь покрупнее пошел, да? Я не знаю,
Сбавили, блин, обороты, Йенс Кадан. О, Валера опять захрустило что-то. Так, ну-ка попробую тоже резину поставить. Какую-нибудь. Желтую эту поставлю. Поменьше. А ты на вертушку, да, Лех? Не, я сейчас тоже резинку поставлю. Красную? Оранжевую, да, я с первого заброса и сразу взяла. Все, расшугали. Прошлый год я ловил. Одного-двух поймаю, потом тишина, видать, расшугаю всех это. Они же об лодку бьются и все такое. Вот это шум, они боятся шума. Потом успокоятся, подойдут, еще пару штук поймаю. Тут и щуки могут быть. А, резина. Я вот на резину тоже еще хариуса никогда не ловил. Не знаю, почему эта резина не нравится. Вроде хищник, вроде также на малька берет. Понесло. Вон, дамбой даже еще и не пахнет. Метр как минимум надо. Что за цеп? Так, ну-ка в устье. Вот тут вот хариуса можно поймать. Устье речки. Речка харюзовая. Много еще воды. Очень много. На мели здесь кто-то зверствует, просто мальков гоняет. Ясь, наверное. Ну так ничего не закинуть. Вот поставил мышку. Но мышку, наверное, ясь же не кушает, да? Поросенка вот все равно что есть. Мышку не хотят. Так прикольно через траву пролезает. Ой, Чукля. Там же не только ясь, там же щука-то тоже может быть. Но мальков там кто-то жестко гоняет вон. Щука. О, и у меня поклевка тоже. Тоже щука такая же. Только вытащи ее за веревку. Одну за одной. Сколько молчания. Опа. О. Поймал? Воткнулась? Спасалку. Полчаса тишины, наверное, я одну за одной две щуки сразу. Только сказал, здесь не хрен делаю, здесь берег в воде. И сразу две щучки. У меня... нихуя себе. Видал? Щука, да? Просто так лежал. Блядь, да, подъехать. Щука, да? Ну, не знаю, щука или есть. Щука вроде была. Значит, есть щука здесь. У меня на вертушку она хлопнула. Что, постоим тогда, да? Коль встали уже.
Просто этот спиннинг стоял, думаю, что он затрясся, блядь. Стоячка. На стоячку ударила? Ну, пока я щуку убирал, блядь. Значит, она здесь живет. Опа, чуть-чуть, бляха. Немножко не хватило сантиметра, наверное, до лодки. Я был Валерон, чтобы я достал ее. Это значит, была не наша. Однозначно. Нашел я крупный вибрик, еще не белый, но желтый. Кустиков. Смотри, желтый. Это сейчас пойдет. Кустиков он там прыгает. Желтый нашел еще. Я так думаю. Вот белые такие же были у меня, мясистые такие. У них хвост хорошо играет. Мягкие. И вот у меня две белые были. Вчера обе разорвали, но они хорошо работали. Ну, сейчас я тебе дам такое. Белую? Вот это, в принципе, чисто теоретически тоже должна работать. Что, ёкаш? Ёкаш пи? Что за рыба такая? Ясь, кто же еще? Там тоже трава, главное, на глубине. Глубоко заглотил, да? Полностью. Собачатина. Скушал желтую резинку-то, блин. Вон трава, трава, главное. По траве шел, цеплялся и хлопнул. Везде этого язя километр, блин. А на вычек где сыцали нет столько язя, да? Там голавль больше. Смысл такой же, что резинку, да, там? Ну, вон твою красную. Такая мясистая, толстая, она сама по себе тяжелая. Смотри, Ля. И поклевка была сейчас. Валерик тут спортивной рыбалкой занимается. Поймал, отпустил. Опа, это что такое? Валера отпустил, мне попало. Нет, чуть больше было, да? Любит гламурную резинку. Давай, вечерний клев. Долби. У тебя что? Окунь. Давно окуня не было. Давненько, давненько. Щуку поймал. Ну, на стоячку. Блин, и в лодку упала еще. Так, закатываю ведро щуки. Нашел, бля, Емелю. Емеля же у щуки, да, загадывал? По щучьему велению, по моему хотению. А что ведро? Мы и так ведро щуки поймали уже. Если с крупной. Там одна крупная, пол ведра будет. Контейнер-то уже не лезет, да? Лезет? Лезет. Видишь? И улов по таре взяли нормальную тару и поймали. А так кан бы, с вашим каном бы поехали, кан бы наловили и все.
Это мы как в этом году с Саней пошли сети кидать. Пошли сети кидать. Я говорю, возьмем на всякий случай, говорю, 20-ку. Может, что-нибудь на обратном пути попадется. Кинули раза 4, 5, 6, 7. 7 сеток, наверное. На обратном пути проверили. Ведер 5, наверное, рыбы. Сразу. Это язя надолбила. Ну куда? Хорошо, что сети некоторые были в пакетах, но в пакеты наложили, и все, так хоть по лодке раскидывай было. На следующий день пошли уже, приготовились. 2 или 3 двадцатки, 5 десяток, наверное. 6 поклевка, да? Ой, или что это было, непонятно. Зацеп, наверное. Ну что-то вело тяжело и в сторону, походу. Не трава. Второй день что-то ведер 5, наверное, поймали. Третий день ведра 4, наверное. Оп, это поклевка была. Точно дергала. Яйц, наверное, был. Ну, короче, Давай, давай. давай ложку набирай. Мепс-то троечку-то взял, а? Щука, наверное. Кидал, прикалывался, говорю, старая мепсовская тройка. Как кто ее вытаскивать будет, щуку эту? Удочка не выдержит. Большая. Готов? Нет еще, блядь, там вот так лежит. Или ее помучать? Она ведь крупная, как у Валеры, такая же. Помучь немножко. Видишь? Вот тебе и мепсовская тройка. Так, тебе надо за шею схватить. Не знаю как, и двумя руками. Опа, все, ушла. Блядь. Ушла. Мне не повезло. Такая же была, не меньше, да? Может, даже больше чуть-чуть. Вот тебе и мепсовская тройка. Его надо это, или сачок большой, или, не знаю, с гарпун нужен, с ружья стрелять. Или крюк какой-то. Вот, да, надо крюк на длинной палке, да? Крюком вот так брас, забагрил и все. Да. Надо приготовить крючок на длинной палке для таких крокодилов. О, еще взял что-то. Или что это? Показалось? Нет? Нет, показалось. Вот тебе и мепсовская тройка. А мы как раз по телефону говорим, я чувствую, блин, там бревно зацепилось, блин. И шла-то спокойно до последнего, да? По дну, правда, шла, не выходила на это. А только начал ее к лодке подтягивать, заерепенилась. Вроде тройник там, а видишь, шла. Надо было, может быть, еще чуть ее помочь. Так я вроде и фрикцион ослабил, а что, как ее? А просто покатать? Ну что ж теперь, не наша была, как говорится. Ну смотри, крупную блесну поставил, крупная щука. Так что попробуй этого дельфина, Валер. Попробуй, ну если такой крокодил, то он возьмет. А что, глубоко ныряет дельфин? 1,5-2 метра. Попробуй медленнее проводку. Фрикцион. Фрикцион ты освободил, видишь, зацеп. А толку-то... Если она слабо зацепилась, она вывернула, надо было подсечь, может, мне ее. Да не. Ну тут такая вертушка у меня, 100-летняя мепсовская тройка, вон какая она, вон, видишь? Да, мепс тройка. Она как бы особой уловистостью не отличается, но вот такие вот крупные щуки попадали на нее. И вот, ну хоть увидели, хоть немножко адреналинчику получили. И то... А? Не хотят на бомбарду. Язёк? На морковку? Ну, только за первым забросом сразу. А что до этого кидал? Просто. Так, что же мне еще вам кинуть-то?
покидаю еще десяток раз блесну. После этого крокодила мне что-то понравилось. Прикольная тушка была такая, поросеночек. Пробуем вот такую наживку. Золотой писюн с яйцами. Сколько я ловил, ни одной рыбы я еще на эту блесенку не ловил. Ни зимой, ни летом, никогда. Потому что хуй там плавал. А не пойми, как играет. Мне кажется, когда очень хорошо клюет, может быть, окунь-то и возьмет на дурнину. Там он на все кидается. Но это надо, чтобы очень хорошо клевало. Настоящий, мне кажется, может уплыть. На вертикалку. Вертикалку. Вертикальную проводочку. Мне кажется, зря время теряю с этим золотым писюном. Да, в реке правильная рыба. На колебалку что клюнул? Хорошая? Ну, более-менее. Не знаю, Ну, чуть поменьше моей. поменьше. Килограммовик есть. Что, мучаешь, выгуливаешь? Сегодня весна, которая, помнишь, говорил, вся уже темная. На темную блесну? Ну не, она это, золотая была, она уже вся это выцвела, блядь. Ага. Руками хочешь? Прям большая. Ну, слабо зацепилась. Опачки. Вроде за угол рта выдержала. А, ее, ну, блядь, вообще сбоку. Вообще, да просто на волосинке, блядь. На волосинке висела. Вообще, блядь. Видишь, что твое, то твое. Вот, приятненько. Там контейнер-то еще лезет. Да, нормально. Так, Валера. Крупная? А, язь. Я уже думал, щуку тащишь. Да, неньки, я не видели. Как на дамбе, да, тогда крупнячок-то пошел. Сколько? Пяток-то выдернули, наверное, мы с одного места там. Ландыши, ландыши. Ты сколько ведер картошки сажаешь? Где-то около 25, наверное. Меньше стало, раньше больше сажал? Раньше я 500, ой, 500, говорю, 50-60 ведер сажал. Совсем раньше. Потом 40, потом 35, сейчас уже 25. А щука есть. О, очередной крокодил. Приматывай его, поматывай. А. Ух ты, под лодку пошел. Хороший крокодильчик. На вертушку, да? Еще крючочки. Вот так вот, как бывает без сачка-то. Сейчас бы под сачок, да? Ну да. Так его не вытащить. Уставай. Опачки. Молодцы. Вот,
За глаз? Глаз крепкий оказался. Ручка такая здоровенькая, да? Ну так тоже опасно, считай. Ты тройник можешь тюхаться, как сорвется, если, блин, в руку-то войдет, блин. Янцикадан. А глаз побелел у него. Да, повредили. Его нет уже, этого глаза. Потом он плохо видеть будет. Он туда не влезет, наверное, влезет А, в этот влезет еще. в контейнер. Это влезет, да. Не, просто он в дырку начал пихать. На берегу взял? В траве прям. Только шлепнуло сразу, да? Да? Пока не успел траву намотать. Я вот не договорил, я говорю, летом тут мелко. 20 сантиметров воды местами, а щука есть. Тут все высыхает. Так а мы вот сейчас съездили. Тоже поставили медную вертушку. Что, была поклевка? Сошел? Потому что только вертушку можно провести чуть выше травы. Все остальные снасти, воблеры, джиголовки, все в траве. Очень много травы, потому что это залитый берег. Еще воды очень много. Но, как ни странно, рыба здесь есть. А что странно, вот она волной ходит. Но это язи, наверное, волной ходят. Не запутались? В одну точку, главное, у тебя шлепнулась, и у меня туда же упала. У тебя 4, да? 5. А 5 даже. А что мы мелочимся? У меня 3, блин. Где-то у меня 6 даже была. Сейчас 6 поставлю. Китайская блесна. На Алиэкспрессе еще заказывал. А сейчас Алиэкспресс есть вообще, нет? Алиэкспресс? Да. Во. Во, какая она у меня даже новая. 5 тоже, да. У меня вон какая есть еще, смотри. А что ты пробовал бы, когда этот... Ну, тут мелко, конечно, она тут соберет, так, ну что, заебись мелкится. 50 рублей ценник там еще висит. Рыбалка. А? 500? 50. Это рыбалка такая. Покупал, видать, уже. Ух ты. А, Утки полетели. утки полетели. Еще кряквы. Тоже пластмандоски тут. Может так порыбачить, не снять. О, тоже 5. Он у меня не медная, у тебя, видишь, у меня бронзовая, да? Такая же у него. Такая? Вот, я с косяком, видишь, идет вон. Волной. Волной прямо идет. Тут уже мелко, потому что. Только мелкую блесну убрал, и я с косяком пошел. Он на 5, наверное, берет тоже, да? Я траву поймал. Ладно, клюнет, покажем. Супер крокодил. Так, а там на мели что плещется? Это язь, наверное. Не хорю же на песке-то. Вон там на мели язи, смотри, играют сколько. Курюшки этой.
Я думал, мы до конца сегодня не доедем. Если мотор не заводил, не проехал, наверное, точно бы не успели доехать. О, видишь, волной опять ясь пошел. Пошли, видишь, вон, от лодки. Язь. Язь. Я говорю, они на мели тут игрались. О, поклевка была. Кукушка подавилась. Опа, есть. Вон, видишь, на мели вообще. Тоже язь. Щука. Валера сегодня по щукам практикуется. Не разменивается на всякую всячину. Ну, чтобы голову не ебало. Так, блин, я... Блин, жалко, речка кончилась. Ну, спасибо, Печора, за хорошую рыбалку, за рыбку. Пока переезжаем. Пока еще не прощаемся, но дела сделаем до конца. И потом на обратном пути, если будет время, еще порыбачим. Лодку перевозить сегодня не будем. Зря возили мотор, бак, лишний груз, лишние 60 килограмм. Ну что теперь? Человек продал человеку лодку, который не смотрел. Сказал, что она нормальная, все на ходу. А вы сами видели, какой там транец, какой-то может быть нормальный там. Просто я боюсь утопить мотор. Вот. Предложил ему отказаться от этой лодки, вернуть деньги. Не знаю, пусть разбираются сами. Мое мнение, просто его кинули. Вот. Погнали. Рыбка плещется. Солнце садится за горизонт, день подходит к концу, работа сделана, все дела сделано. Контейнер полный, нет? Практически контейнер полный и, так сказать, дембельский аккорд. Пока я тут ходил по работе, Алексей поймал 3 язя. Валера, 2 окуня, да? Да. Вот, и сказал, что здесь рыба поклевывает, и немножко еще решили метров 100 пройти самосплавами, покидать на этом берегу еще. Погнали. Вот, Валера уже что-то тоже, да? Валера что? Я, опа, не дошел. Не дошел Валеры. У Лехи тоже есть. Тоже есть. О, люди живут, да? Вышел с дому, половил на котлетки. Вон поселок рядом, считай, и ни одного рыбака нету. Не ловят они язей. Они похарятся, прикалываются. Блин, нет, не с той стороны. Удочки мои же мешать будут, наверное. Ладно, если что, там вытянем. На вертушку, да? Вот и у меня есть тоже. Что-то... Нет, есть, да?
Что-то сначала тяжелый вроде тюкнуло, потом не тети. Окушок. Таких не берем, да? Что дымит, я так и не понял, блин. Смог идет по реке или с поселка? Рекен. Г- Леса горят. Леса горят, что ли? Говорили же, в республике Комишка много лесов горит. Оп. О, вот это уже более серьезное. Окунь. Вот смотри, какой красивый. Окунь. Да. Красавчик. На вертушечку. Есть контакт. Ясь, да? Ну, походу. Можешь встать к берегу. Ну все, нормально выставляем. Язёк. Просто я рядом с домом спустился, да, можно спиннинг покидать и... Я пошел вверх, ну и вот ловит прям. Пух, пух, А прыгал, что ли? плещется, но Косячок здесь стоит. я уже не стал до сюда доходить. И там раньше покидал, перекломался. Вот он мух собирает. Язи. Как грязи. Вот они. Оп, была поклевка. Комаря это или что, бабочки какие-то, блин. Вот их и собирают, наверное, эти язики. Красота. Оп. Целый день дуру. Опа, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ох, тихо, краковяк какой. Пошел. Ушел. Краковяк станцевал у меня тут хвостом, блин. Он, походу, вдоль всего берега. Опа. Нет, ушел сход. Кукушка, кукушка, сколько язей мы еще поймаем? Раз, два, три, 4, 5, 6. Короче, много еще язей накуковало. Сколько бы кукушка мне не накуковала. Тут уже трава возле берега. Там глубоко. Поселок Тимушбор язями процветает. Еще щучка, что ли? Нет, не щучка. Язь. +1. Вечерний клев.
Вечерний клев. Вчера тоже дуло целый день. К вечеру затихло. Но окунь поклевал крупный там, напротив деревни. Можно далеко не ехать туда, по той стороне, там пока воды много. По той стороне, по Русановской стороне сплавится также. То же самое пальто, я так думаю, будет. Единственное, там, наверное, щук вот этих крупных, что мы поймали, там нет. А так, то же самое. Язя это везде можно, наверное. Здесь щука тоже может быть. Оп, есть окунь, наверное. Да, окушок. Спортивный окушок. Что, на вертикалку? Клевал, что ли? Ну-ка, резину, может, белую попробовать. Или розовую там. Ловится же на блесну. Надо что-то придумать такое, чтобы не ловилось. Че, язёк? Сразу, блин, на вертушку лучше берет, чем на резину. Наверное, вот он. За глаз. Одноглазый ясь будет. Одноглазый ясь. И возле берега он. На самой мели получается. Надо было возле берега сплавляться, наверное, сюда кидать. Медленнее плыли бы, наверное. А ладно, время уже. Сейчас ниже лодок доплывем и поедем. Ясь. Интереснее, чем с сетями, да? Такое время вообще, мне кажется, сетями это неблагодарное дело. Ну да, согласен. О. В промышленных масштабах может его ловить. О, щучка, что ли? Строчка. И щучки, опа, сошла сама, нормально. Оп. Не зацепились? Не, нормально. Все, вот полный. Полный? Красавцы. Янцикадан. План выполнили. Утрамбован. Так, ну что, процесс идет. Рыбка поклевывает. Контейнер 40-литровый Арктика у нас уже полный. Говорит, уже не лезет Леха, уже 20-ку заполняем. Заполняем.
А поклевки есть, и ну никак не остановиться, да? Азарт. Не всегда так ловится, конечно. Бывает, сейчас вода от дождей сыгранет, будет на прибытии, и уже все. Она уже так ловиться не будет. Особенно Хариус. Ты его отпустил? Знаешь, когда, вот, допустим, ну, целый день там не клюет, одна сорвется рыба, так расстраиваешься. И тут, ушел, блин. Я даже как-то спокойно к щучке отнесся, к щуке, к крокодилу этому отнесся, который ушел, блин. Уйдет, никто. Ой, господи. Ушел на лодке? У меня тоже ушел. Вот Тимушборским хорошо, да, далеко на рыбалку ездить надо. Так, что, рыбки сейчас бегают, да? А. В принципе, как-то тоже за часик ведро, наверное, ровно час ведро язей натягал. Напротив Покчи прямо вдоль травы ходил с берега и пока блесну не оборвал. Блесну потом об камни зацепилась, оборвал. Потом вода упала, я нашел, конечно. Ветер дул сильный, а я изловился как дикий. Язь где-то штук 5 окуней, пару щучек, остальное все язь. А кто там посередине Печоры плещется, мне интересно знать. Тоже ездишь, что ли? Это интересно знать. Дальше там типа ямка будет, там глубоко же. А он плещется. Или неужели он на глубине тоже возьмет? Тут глубоко же. Солнце опустилось за горизонт. А еще говорят, да, на сухую рыба не клюет. Совершенно сухая рыбалка, и он очень даже ничего. Флягу рыбу накидали. Вот видишь, он выше нет, главное. Видишь, где мы проплыли? Ниже смотри, сколько всплесков. Сейчас проплывем еще 100 метров. И потом уже поедем. Так, ну что, Тимушборский берег. Спасибо и тебе за рыбку. Хватит на сегодня? Угнали? Контейнер полный. Ведерочка. Тоже половинка почти вон. А это сиг, наверное, плещется. Вот и не берет он. Погнали? На сегодня хватит. Еще предстоит нам долгая дорога обратно домой. Обратно загружать моторы и груженные поедем. Не взял с собой ключей от замка. Так бы можно было мощный мотор Сузуки повесить. Поехали быстрее. А так придется пилить потихоньку. Ну ничего. Доедем. Погнали. День начинается вспышкой веселой зари. Травы блестят от росы дорогим перламутром.
Речка в затоне алмазным туманом горит. Ветер чуть слышно поет в камышах с добрым утром. Лето на севере, ярких Въезжали закатов в деревню за мотором, загрузили бак, загрузили мотор. Просто так покатали, лишний груз получается. Человек сказал, что лодка на ходу нормально. Ездить нельзя. Натуралочка. На ней ездить можно. Погнали домой. Небо купается в пойме прогретой реки. Солнце разбилось о блеск малахитовой дрожью. Духом сильны тут на севере есть мужики. Бой без сомнений дадут здесь тайге бездорожью. Лето на севере, ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, стройная сила лесов. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь. Есть и девчоночки милые, северный край. Край от корней наших доблестных воинов-дедов. Если приехал на север, ты не унывай. Здесь познаются ребята не словом, а делом. Лето на севере, ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, стройная сила лесов. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь. Ну вот, наконец-то с Божьей помощью доехали до места. Время у нас уже 23:51, заканчивается день. Куча комаров, и нам предстоит еще долгое перетаскивание всего барахла, то, что с собой брали. Многое, конечно, не нужное. Вот этот бак 25 литров. Мотор лишний возили. Я Кристина, Леха, сюда прямо вот, возле лодки. Так, подожди, Валер. Сейчас короткое подведение итогов сделаем уже, а то мы даже не показали, что мы наловили сегодня. Ой. Так, вот это наш весь улов. Так, убери это. Ведерочки. Ну, чуть меньше пол-ведерочка. Язики это последнее, то, что поймали. Ну и вот такой вот контейнер. Та-дам! Битком забитый. 40-литровый контейнер. Щуки. Немножко хорюсков. Но в основном, конечно, это язь. Окуник хорошенький тоже есть, конечно. Это у нас тут с хладагентами. Правильно говорю? Хладагент? Так что, а здесь у нас еще живое. Это сейчас поедем домой,
При комарах уже не будем, дома раскидаем. И все. Вот такая получилась рыбалочка, вполне продуктивная. Съездили, прокатились. Даже сами не думали. А знаете, вот они с чем поехали, с какой тарой? Вот они взяли. Ни хвоста, ни чешуи, каник взяли. Я говорю, в следующий раз майонезное ведерко возьмите еще. Хорошо. Так, что еще брать? Сейчас разберемся, все. Все, всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Помашите хотя бы ручкой. Все, пока. Увидимся.